тұрғыны Камила Адиева екінші топтағы мүгедек алаяқтарға алданып жалғыз баспанасынан айырылып қалған. Жеке сот орындаушы Элтоков Камиланың баспанасын $5000 заңсыз сатып жіберген. 6 жылдың ішінде соттың шешімі де шығып қойған. Медеу ауданының полиция бөліміне арызданған Камила Адиеваның шағымы бойынша қылмыстық іс қозғалып 5 жыл бойы қарастырылған. Әділдік іздеп жүрген Камила Адиева Алматы қаласының прокуратурасына келіп шағым түсіре отырып ақпаратын бере кетті. Знание закона попало в руки мошенников. Средь бела дня обманули и пытаются по сей день забрать у меня мое единственное жилье, где проживаю я и члены моей семьи. Нас 10 человек проживает. В этом старом доме 38-го года постройки, этому дому 80 лет. Все эти годы мы ждали сноса, чтобы получить себе жилье. Однако группа мошенников во главе с частным судебным исполнителем Ельтоковым, выставив за бесценок мой дом на аукцион, через подставных людей продал мой дом за 2,5 миллиона тенге. Очень смешно. В наше время нет в самом дорогом элитном районе города Алматы дом из 5 комнат и 2,5 сотки земли продать за $5000. И эти же люди подали на выселение и забирают мое единственное жилье. Сам президент Назарбаев говорил в одном из своих выступлений, что нельзя у человека лишать единственного жилья, забирать у него и выставлять людей на улицу. С того момента, как Ельтоков выставил дом на торги, я подала в районный Медеуский суд исковое заявление о признании торгов недействительными. Судьей была Абишева Асель Нурлановна, которая, нарушив закон, нарушив мои права, вынесла незаконное решение. Камила Адиева осыдан 5 жыл бұрын өзімен бірге жұмыс істеген әріптесінен 450 мың теңге қарыз алған. 3 ай өткеннен кейін Камила Адиеваның әріптесі алған ақшаның үстінен үстемақы сұрап 900 мың теңге қайтарасын деп дөрекі сөйлеген. Біраз уақыт өткеннен кейін Шахисламова Гүлбану азаматшаны алып келіп, осы кісіден қарыз алып қаражатты қайтар деген. У меня был долг 450 тысяч тенге. Я была должна вернуть на работе повару. Мне 450 тысяч тенге, он требовал вознаграждения, а вернуть я ему должна была 900 тысяч тенге. Через 3 месяца он начал угрожать мне, требовать долг. Привел ко мне процентщицу Шахисламова Гульбану. Ко мне на работу пришла старая женщина, представилась процентщицей от Данила. Говорит: Камила, тебе нужны деньги, я тебе займу деньги в долг. А у меня был кредит в МПО ТАТ. Я брала деньги на ремонт дома, 1 000 000 тенге. 1 000 000 я вернула, и у меня оставалось долг 500 тысяч тенге вознаграждения. Она досрочно, прошли мы в МПО, она досрочно в кассу заплатила 500 тысяч тенге и забрала документы. Документы с моего дома забрала у меня из рук. А ты мне будешь ежемесячно платить по 20%, а когда рассчитаешься, я тебе документы верну. Вот таким образом она забрала у меня документы. Расписку что-нибудь давали, чтобы... Да, расписку написала. На что расписку давали? Что вы отдаете квартиру и дом? Нет, что Шахисламова Гульбану дала мне сегодня 500 тысяч тенге в счет долга. А оставшуюся сумму 1,5 миллиона тенге она передаст завтра мне нотариально. На следующий день, когда мы пришли к нотариусу, она отказалась мне передать оставшуюся сумму. Села в такси и уехала. И документы забрала? Забрала. Через месяц вызывает меня в Медеуский суд, требует у меня двойную сумму по расписке. Якобы я хотела продать ей дом, а раз я передумала, то вместо 500 я ей должна вернуть 1 000 000 тенге. Соттың шешімінен кейін жеке сот орындаушы Элтоков Камила Адиеваның үйіне келіп, көлігіне отыруды ұсынған.
Көлікке отырған Камила Адиеваны сот орындаушы Элтоқов қолын бұрап, қол көтеріп, ақшаны процентке берген Шахисламова Гүлбанудың ақшасын қашан қайтарасың деп қорқыта бастады. Приехал сюда Элтоқов, вытащил, позвал сначала за калитку, попросил сесть в машину. Я села в машину, загнул, взял мою левую руку, вот так вот загнул за руку, за спину и начал по голове меня мотузить. А машина едет по дороге. Я начала кричать, сопротивляться. Он остановился, вытолкнул меня с двери. Там люди прохожие еще проходили. Ты, говорит, если не заплатишь Шахисламовой Гульбану деньги, я, говорит, продам твой. Угрожал, приходил домой, пинал мою калитку. Потом Данил подал в суд. Получил судебный приказ на долг вместо 450 тысяч, 900 тысяч, которая должна была. Элтоқов объединил эти два исковых листа и выставил дом на торги. По копиям моих документов сделал оценку. Кто-то за меня заплатил, заказал оценку, и он выставил на торги. Мои страдания привели к тому, что я заболела болезнью Стила. Смертельное неизлечимое заболевание. Частный судебный исполнитель, выставив мой дом на аукцион, через подставных лиц Некрасову и Егимбердиеву, Некрасова проходит, работая технической зарплатой 25 тысяч тенге, проходит по материалам уголовного дела в 47 эпизодах в сделках с недвижимостью. И следствием доказано сговор. Как они вместе со вторым участником торговки Гимбердиевой минуту в минуту заплатили по 300 тысяч тенге в отделении Народного банка, живут в одной квартире, работают в одном детском саде, что недопустимо для участия в торгах, и доказывает сговор между ними. Меня зовут Адиева Камила. Я инвалид второй группы. Обращаюсь к президенту Казахстана господину Токаеву. В связи с нарушением моих конституционных прав из-за бездействия государственных органов я готова к самосожжению. Прокуратура Мадыевского района и Алмалинского района, прокуратура города Алматы бездействуют.